Добрый день, уважаемые абитуриенты! Мы очень рады, что вы выбрали Башкирский государственный педагогический университет. Мне сегодня хотелось бы вам рассказать о вступительном испытании немецкий язык, какие условия, какие требования, к чему нужно подготовиться. Итак, обратите внимание, что форма сдачи дистанционная. Вид экзамена – это тестирование. Вам будет предложен тест, состоящий из 25 вопросов. Минимальное количество баллов 30, максимальное количество баллов 100. Обратите внимание, что продолжительность вступительного испытания 60 минут, а для поступающих с ограниченными возможностями здоровья это время увеличивается на 1,5 часа. И самое важное, что вам дается всего одна попытка. По структуре тестовых заданий вы видите на слайде разделы, которые состоят из лексики, морфологии, грамматики. Кстати, грамматика, она включает в себя морфологию, синтаксис. На этом я остановлюсь чуть-чуть попозже. Итак, как мы сказали, форма сдачи дистанционная. Обратите внимание, что первый вход идет через логин и пароль, отправленный вам на электронную почту. Обратите внимание на папку «Спам». Там тоже иногда туда приходит информация. Последующее посещение сайта тоже под своим паролем уже, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Как я уже говорила раньше, у вас есть всего одна попытка. Инструкция для сдачи вступительных испытаний. Вы ее можете увидеть в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». И вот в этой инструкции как раз пошагово написано, куда заходить, как пройти тест и так далее. По поводу расписания вступительных испытаний, они находятся на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат». И дальше по стрелочке вы видите расписание вступительных испытаний, вы уже пройдете и увидите. Расписание вступительных испытаний на программу по дисциплине немецкий язык вы видите, когда у нас идет форма сдачи и место проведения, консультация. Подавшие документы с 20 июня по 20 июля сдают экзамен 24 июля с 10:00 до 20:00. А те, кто подал документы с 21 июля по 12 августа, сдают экзамен 17 августа, также с 10:00 до 22:00. Обратите внимание, что когда вы начинаете делать тестирование, начинается отсчет времени 1 час или 60 минут. В резервные дни могут сдавать только те, у кого уважительная причина. И на экране вы видите эти сроки, дата и время. Как я уже сказала выше, для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний. Она находится как раз на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат». Значит, эта программа, она состоит из особенностей проведения вступительного испытания, то, что я немножко уже озвучила, а также она включает в себя перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Как мы и говорили, эта программа включает в себя знания лексических единиц, знания грамматики немецкого языка, астрономического и лингвоастрономического материала. Вот несколько моментов, на которые бы мне хотелось обратить внимание, и непосредственно то, что касается немецкого языка. Это раздел грамматики, который предполагает проверку знаний по таким темам, как времена, согласование времен, это страдательный залог, это сослагательное наклонение, модальные глаголы. Особую роль в немецком языке занимает и управление глаголов, особенно то, которое не совпадает с русским языком. Напомню, например, когда мы говорим «я жду тебя», в русском языке, в немецком языке, чтобы правильно перевести эту фразу, это предложение, нужно понимать, что ждать глагол warten требует после себя управления глагола warten auf jemanden
Аккузатив. А это значит, я жду тебя, ich warte auf dich. И таких примеров в немецком языке достаточно, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Так, например, sich interessieren für etwas Akkusativ, träumen von etwas Dativ. Что касается времен, здесь, наверное, нужно обратить внимание на спряжение глаголов в настоящем времени, сильных глаголов с корневой гласной например, да, такие глаголы, как essen, messen, fressen, vergessen, stechen, brechen, sprechen, versprechen, gelten, treten, helfen, sterben, nehmen, erschrecken. Все эти глаголы, они относятся к разряду сильных глаголов. При спряжении во втором и третьем лице единственного числа они получают корневую гласную «и». И мы понимаем, что если helfen, du hilfst. Дальше lesen, du liest. Вот на это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Не последнюю роль в немецком языке играют и артикли, местоимения, предлоги. Наверное, самая одна из сложных тем в немецком языке – это склонение прилагательных, потому что, хотя на самом деле оно очень похоже отчасти с русским языком, когда мы говорим «мой экзамен», да, «моя мама», да, «наша машина», то в немецком языке тоже есть определенные правила склонения прилагательных. Вот на это тоже очень рекомендуется обратить внимание. Ну и, конечно, не забывать про первый закон немецкой грамматики, когда в утвердительных предложениях глагол занимает вторую позицию. Да, das Verb hat Position 2. Это первый закон немецкой грамматики. Соответственно, второй закон – это рамочная конструкция, когда если у нас предикат состоит из двух частей, например, модальный глагол и неопределенная форма глагола, или это основа глагола и в конец уходит приставка отделяемая, то мы не забываем второй закон немецкой грамматики, который называется Rahmenkonstruktion, рамочная конструкция. Это я уже немножечко перешла к синтаксису, на что нужно обратить внимание. В разделе лексика, конечно, посмотрите синонимичные конструкции, да, когда глагол употребляется в разных контекстах или несколько глаголов для каждого контекста выбираются, потому что в немецком языке, например, глагол treffen – встречать и begegnen – тоже встречать переводится, но они употребляются в разных контекстах. То есть treffen – я встречаюсь с друзьями, да, где-то там в кафе, в баре регулярно, а begegnen – встречать – это когда я случайно встретил, шел по улице и увидел. Вот на такие глаголы тоже рекомендуется обратить внимание. Что касается раздела словообразования, словосложение – это конек немецкого языка, или там деривация, допустим. Кстати, суффиксы отчасти нам помогают определить род существительного. Это тоже очень хорошая помощь, когда вы не знаете, что, как правильно сказать, der, использовать артикль die или das. Страноведение, лингвостроноведение, по крайней мере, крупные реки Германии, то, что касается страноведения, горные массивы, столицы федеральных земель, количество федеральных земель, на это тоже рекомендуется обратить внимание. Вот такова программа, и вот этот весь материал, он проверяется в тестовом задании. Посмотрите, пожалуйста, примерное задание. Если мы будем анализировать, вы видите, wählen Sie die richtige Variante. Да? Mein Auto ist, то здесь мы уже смотрим степень сравнения. Да? Der Stephansdom, die Kathedrale von Wien. Здесь грамматика проверяется. Wie, восьмой, например, обратите внимание, да, du, либо heißen, либо nennen. Это вот как раз из серии treffen и begegnen. Вот на это рекомендуется также обращать внимание. Рекомендуемая литература, конечно, она касается и грамматики, обратить внимание, Арсеньева, Биркингуф, Паримская, Соколова, Хельвих-Буша и так далее. Да? То есть это и эти сайты, интернет-сайты, где вы можете в тестовом режиме выполнять задания, проверять себя. И если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Еще раз уточню, Буркова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой романо-германской филологии и методики обучения иностранным языкам Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И, конечно, я желаю вам успешной сдачи экзаменов и ждем вас в рядах студентов Акмулинского университета.